Представь себе, если бы ты сейчас раскрыл книгу законов для управления человеком, управлением общества, для управления государством. Как у тебя есть всякие законы там гражданские, уголовные. Если бы ты обнаружил такие книги, которые исходят из природы, абсолютные законы. Насколько бы ты обрался или нет, я не знаю. Может быть, это было бы против твоего желания. Но это также существует в природе. Мы только пока что не раскрываем это. Приходит наука Каббала и говорит, раскрываем. И чем больше будем раскрывать, будем выполнять, потому что это нам на пользу. Мы обнаружим законы природы в воспитании, в семье, на рабочем месте, во всем, там, где мы находимся. Раскроем законы природы, потому что это все находится в природе, в этой оболочке, которая называется реальностью. И будем выполнять это. Тогда мы будем рады, уверены, что мы правильно существуем. Есть душа или нет душа после смерти или в жизни, мы раскроем. Но, по крайней мере, если человек в своем эгоизме, кроме разума, кроме животного уровня, если он достигает ступени человек, неисправленный человек, если он раскроет законы, которые относятся к его неисправности, то он сможет исправиться, как-то не уважать науку. Поэтому наука Каббала тоже является частью науки всеобщей.